Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. Сегодня я расскажу вам, что делать, если вас задержали сотрудники полиции. Кто не подписался, подписывайтесь. Как всегда, лайки. Это продвинет наш ролик. Итак, вам необходимо сразу же обратить внимание и запомнить время вашего фактического задержания. После доставления в дежурную часть органов внутренних дел проследите за точностью фиксации времени задержания в книге доставленных лиц. В ходе производства в отношении вас личного обыска надо внимательно ознакомиться с протоколом. Имейте в виду, что в протоколе должно быть указано, в каком месте, при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы они вами добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, каких-то индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Извлекайте из карманов вещи самостоятельно. В противном случае есть вероятность, что работники полиции могут, к сожалению, так бывает, незаметно положить к вам в карманы наркотики, боеприпасы и другие вещи. В случае, если с момента фактического задержания истекло более 3 часов, требуйте составления протокола задержания. Потребуйте от лица, которое осуществляет задержание, то есть следователь или дознаватель, сообщить вашим родственникам, либо предоставить вам такую возможность сообщить о произошедшем. По закону о задержании подозреваемого и месте его нахождения, то лицо, которое осуществляет досудебное расследование, обязано безотлагательно уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи. А если таковые отсутствуют, то других родственников или близких лиц, или предоставить такую возможность. То есть сам подозреваемый может это сделать. Задержанный подозреваемый вправе немедленно сообщить по телефону или иным способом по месту своего жительства или работы о своем задержании и месте содержания. Очень важно не давать никаких показаний без адвоката, с которым ваши родственники должны заключить письменное соглашение об оказании юридической помощи. Вы имеете право на свидание со своим адвокатом наедине и конфиденциально до первого допроса. Срок задержания не может превышать 72 часа с момента задержания по особо тяжким преступлениям, а так вообще 48. И должно быть по истечении этого времени избрана мера пресечения или арест, или он должен подлежать освобождению. Помните, что в соответствии со статьей 77 Конституции вы не обязаны давать показания против самого себя, супруга и близких родственников. Пока вкратце все. С вами был адвокат Таир Насханов. Если у вас есть вопросы по теме ролика, я или мои коллеги постараемся на них ответить. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал.